сегодняшний день по нашей инспекции поступило 68% от суммы, исчисленного к уплате налога. Более 70% заплатили земельный налог. Также более 70% заплатили транспортный налог у нас, граждане. И меньше всего, это хуже всего, конечно, был уплачен налог на имущество. В ближайшее время мы будем выставлять требования об уплате налогов, имущественных налогов. То есть это будет, скорее всего, это будет февраль месяц, выставление требований. Далее, после требований мы обращаемся в судебные инстанции уже о вынесении судебного приказа и взыскании в принудительном порядке через судебных приставов. Вот здесь, я и раньше всегда говорил, здесь нашим гражданам необходимо и лучше заплатить до наступления данных последствий. Почему? Потому что, скажем, если сумма, скажем, там в районе 1000 рублей к уплате, да, если будет взыскиваться через судебных приставов, то она будет больше в итоге за счет там исполнительских, судебных сборов, госпошлины и так далее увеличится более чем в 2 раза. Потом еще хотелось бы напомнить, да, может быть, многие наши жители и не исходят из того, что мне не принесли уведомления. Но мы об этом и говорили, мы об этом писали. Уведомления направлялись в бумажном варианте через почту для тех граждан, кто не подключен к личному кабинету налогоплательщика. Те граждане, которые хотя бы один раз получали пароль в налоговом органе, то есть производили подключение, независимо пользовались они, не пользовались, тем гражданам данное уведомление в бумажном варианте не направлялось. Им эти уведомления направлялись в личные кабинеты налогоплательщиков.